Они на многих кошмах так оформлены. У нас есть кошмар в Ошибайском музее, в Стритомасском. То есть там вот они тоже с такими вот застежками, которые пришивались, видимо, отдельно и добавлялись вот тканевые кусочки сюда добавлялись. Ну, это причем такая характерная черта, то есть, например, на нагрудниках тоже мы можем видеть на башкирских, что, допустим, их как-то увеличивали вниз, на слетах. И даже на ИАГА я видел эти полоски ткани, которые пришивались внизу, чтобы сетку продолжить, нижнюю часть опускали. Там прям видно, что дошивали люди полоски ткани, чтобы нагрудник был длиннее. Ну, видимо, когда богатые люди богатели, охота было еще нашить куда-то, и надо было куда-то двигаться. Поэтому нагрудники могли стать длиннее. Что еще интересно по кошмару, именно по крою? Ну, вот хвост, например, да? Есть две версии по поводу кос. Есть версия, что носили две косы, замужние женщины. Есть версия, что носили одну косу. Если мы, например, возьмем шумбайский кошмар, то у него ширина хвоста 7 сантиметров. Там в одной пайке лежит кошмар, это очень узкая полоска ткани. Здесь 7 сантиметров. Тогда как на стандартных кошмарах, которые описаны в книге, ширина хвоста на кошмарах классических 14 сантиметров. Что это может как раз таки говорить о том, что в Ушимбай и Стрельтамак могли носить одну косу, а наши демские и, допустим, Оренбург и зауральские башкиры носили две косы. Но так как Стрельтамак и Ушимбай, они, видимо, конкурировали по украшению с уфимскими модницами, потому что у них в комплексе мы можем заметить два нагрудника. Один наверху слетали, другой сокал внизу, вот как раз ты сейчас делаешь. И, возможно, они тоже в этом могли выпендриться и носить одну косу. Просто здесь была какая-то такая своеобразная, такое соревнование по крутости между костюмами Стрельтамак и Шимбаев. Они рядом уже находились. Если одна коса, значит один накосник, а если две косы, еще там тоже. По поводу накосников, я тебе скажу так, то есть коса, возможно, на косу вообще ничего не вешали, потому что, опять же, было же несколько периодов жизни, девочка, девушка, женщина, бабушка. Девочки могли, допустим, использовать на косы какие-нибудь украшения, чтобы звенеть и примечать, а для женщин уже это было не столь важно, потому что звенел кошмар. Не то, что звенел кошмар, еще существовали целые наспинные комплексы, которые позволяли навесить все слупы, которые у тебя были, туда. И опять же, их не все могли позволить. То есть это инхалер, да, как у этого, у Иги на спине? Да, на спине, да, есть такое. И опять же, с учетом стоимости таких украшений, если я сам слышал от папайки, которая нашла эти слупы, пару слуп стоила корова. Просто корова. То есть, соответственно, это не все могли позволить эти накосники носить. Только одна пара слуп, да? Одна пара слуп. Да, примерно так выходило. Ну, возможно, зависело от мастерства. Да. Но опять же, ты говорил о том, что башкиры были очень богатые в какой-то определенный период, а потом начали беднеть резко. То есть где-то с середины 19 века начался спад в костюмах, в украшениях. То есть началось такое прям, я видел фотографии времен этого коллективизма, там, раскулачества, там оборванные, там стоят два персонажа, видимо, молодая жена и муж, и они полностью все в рванье, но у женщины нагрудник свой сохранился. Они все просто в рванье, но нагрудник они не продали. То есть это прям характерно для башкир, что они не отдавали такие вещи, когда уже совсем уж в голову умирали, то есть случай, то что кто мне рассказывал, что нагрудник поменяли на ведро картошки. Вот так. Если нужно накормить детей. Да, если совсем плохо. А так нет, не расставались. Наверное, ведро картошки бесценное жило в те времена, если голод был. Давайте мы рассмотрим такую интересную вещь, мифы. То есть то, что вот мы сейчас узнали. Какие мифы вы знаете про кошмар? Ну, например, каждый элемент головного убора кошмара, он несет мифы. Например, хвост. Пайки часто говорят, типа, здесь у нас что изображено? Глаз. Это тоже миф, это жесткий миф.
Это один из таких основных мифотворческих явлений. Опять же, по хвосту, что я еще вспомнил, могли здесь использовать бахрому из бисера, просто бахрому, могли нашивать монетки тоже для звона, могли сулку здесь навесить. То есть очень много таких как бы нюансов по поводу хвоста. Какие еще мифы вы знаете? Пускары некоторые расшивают. Да, это что-то много-много ошибок таких мелких, которые по незнанию происходят. Ты изображали небо, землю. На самом деле, головной убор кашмау, это если, например, мы посмотрим по старому мировоззрению башкир, которое еще было мусульманское, это верхний мир, представление верхнего мира. И почему здесь окошко тоже есть на кашмау, это тоже общение девушки с верхним миром, то есть общение. То есть не просто так окошко сделано, да? Я вспомнила просто, мне рассказывали, что вот это как бы означает девственница, не девственница. Это правда или про мифы? То есть что если якобы закрыто до свадьбы, а после свадьбы якобы открывает дырку. Нет, такой, да? Нет, слышал. А до свадьбы, скорее всего, вот как раз таки, главное, вот это возможно правда, потому что если, например, мы такую посмотрим, шапочку, вот эту, которая сделана, вот такие, то она же после того, как замужняя женщина становилась, она изымалась и делала, скорее всего, ну когда она же пропадала, если логически подумать, закрытая темечка. Опять же, возможно, каждому району свои эти присущие мифы, рассказы, вот эти легенды. Возможно, эта легенда как раз таки вот с этих центральных районов произошла. И может быть это и есть правда, надо изучать. То есть это надо все смотреть источники, ковыряться, рыть. То есть это все нужно прям детально изучать. Но опять же, это все версия. То есть как-то подтверждения уже нет таких. А логически, если подумать, то да, возможно, так как у ТКЯ есть шапочка, а потом ее раз и нет. То есть тоже такой момент, возможно, и в этом есть право. А вы по поводу расшития, вот девочки тоже говорили, все-таки растительный орнамент на хвосте? Орнамент на хвосте не растительный, скорее всего, а орнамент был геометрический, растительный орнамент пошел потом, это уже влияние других культур. Если мы посмотрим, например, на распространение этих всех нагрудных украшений и главных уборов, то с тех районов, откуда они пошли, растительный орнамент не применяется, тамбурной вышивки нет как таковой. Ну, логически, вот если Абзевил, Баймак возьмем, Грузян, где там растительный орнамент? Там все ходят в этих, в геометрике, все Не знаю, узоры. глина прям находит расшитая. Это все влияние. СССР района. Ну, по моему мнению, по моей версии, это все влияние. Я не занимаюсь тамбурной вышивкой, потому что это влияние другого народа. Она, по сути, она даже бессмысленна, вот, если мы посмотрим. А для кочевой жизни нельзя было использовать бессмысленный элемент. То есть эти все орнаменты, символы, узоры, они были говорящие, яркие, и все можно было прочесть. Люди знали, что они значат. А что значит растительный орнамент татарский? Ну, грубо говоря, такой цветочки. Вот. Что они значат? Нет, Ну, а северо-восток Кускар, это же тоже есть. растительный орнамент. Животные, там, растения, да. Но животные почти в мусульманском мире не изображались в харам. Хотя на вышивках хараус мы можем видеть некоторых животных. А пускай там же рожки. Это тоже стилизация. Стилизация животного. Вот смотрите. Символ животного же мира, что мы богатство, стыда. Это для того, чтобы не то, что как, видимо, символ, а хотели, чтобы вас, ну, то есть с желанием наносились узоры, со значением таким глубоким. Ну, скорее всего. А вот про вот эту шапочку, как такая, она в интернете, как такая подписана везде. Что... На самом деле, вот это глупости по поводу того, что тоже миф, да, интересный. Когда кашмау старые уходили, то есть прежде чем как бы кашмау исчез, с него снимали бисер. Вот эту сетку снимали и делали из них нагрудники, скорее всего, передавали дочери или что. И мы оставались, как бы в сухом остатке оставалась кашмау шапочка. Старый крой шапочка не оставалась, потому что она шла на изготовление нагрудника из домотканого сукна. Ну, то есть его можно было применить. Оставались хвосты. Хвост я нашел в Зиловском районе от старого кашмау. А вот эта шапочка оставалась лысая, передавалась, допустим, как-то в музей или кому-то там в семью. И женщины хотели его, соответственно, восстановить. Некрасиво же. И нашивали по своему незнанию, вместо того, чтобы сделать сетку, они нашивали на этот кашмау бисер. Это тоже миф.
кстати, мифотворчеством. И потом, получается, эти кашмо одевали, и за счет того, что кашмо был уже сделан неправильно, и он же не закрывал всю голову, это же просто чепчик. Он сделан, допустим, на башкирку, там, маленькой, из маленькой головы. Вообще башкирки раньше были меньше, чем сейчас женщины, то есть они были более миниатюрные. И за счет того, что этот кашмо старинный одевали, и получалось то, что здесь, что мы можем видеть? Да. И вот это все. Он, наверное, еще конструктивно неправильно сидел, назад оттягивал. Да, он оттягивал назад, потому что старый кашмо еще сделали по такому принципу, что у нас как весы. То есть, если ты нашиваешь на хвост, ты должна вперед добавить. А как добавить вперед? Тоже вопрос. Добавляли так, что монеты более плотно нашивали на первый ряд, цепи добавляли. То есть монеты заходили уже одна на друг другу, вообще перекрывали почти. То есть и они таким плотным металлическим, таким чуть ли не полукольцом держали сетку. И стулпы вешали вперед. Вот это вот, кстати, один из мифов, то, что потом вот гаскаровцы используют, и до сих пор вот это прижилось в гаскаровских ансамблях, открытые волосы. И очень тяжело, например, даже уже менталитет у людей поменять, даже в районах, вот Сибай, да, там актрисы театра, они одевают платок, и обязательно надо, чтобы волосы прям видны. А можно я вот по этому поводу? Я просто Милеша Хайбулина, получается, как раз из гаскаровского ансамбля, она комментировала вот это, то, что это вообще для эстетики, как выглядит со сцены. То есть со сцены девушка, она же танцует, она красиво должна выглядеть, и у нее лицо должно быть более вытянуто. То есть если кашма вот одеть, как мы одеваем, она же маленькая становится, а для сцены более эстетически красиво выглядит, когда более вытянутое лицо, и то есть волосы торчат. Поэтому у них вот кашмау, они стараются так вот одевать как-то повыше. Ну, опять же, это же менталитет современных людей. То есть, а мы, например, когда рассматриваем менталитет тех людей, у них красота была в таком. Во-первых, здесь еще никто не сделал как бы грамотный костюм, который был в то время, с повязкой хараус. Это богатые выбеливали лица, яркий макияж, коралловые помады, там такие прям, ну просто оно выглядело так, что мы еще пока не видим этого всего комплекса. Много было серебра, впереди много было серебра, сзади было много серебра. Вот костюм Фатимы это еще не самый богатый комплект. У нее нет наспинника, к примеру, а с этим комплектом еще наспинник шел. Да, серьезно. И вешали на себя. Иляна расшивали серебром, золотом, кумбазами расшивали целиком. То есть надевали второй илян. А чем лицо отбеливали? Раньше, я как слышал, пудры были на свинцовой основе, легкие, это очень вредные вещи, мышьяк там что-то добавляли. Потом... Чтобы, допустим, одеваем костюм, мы должны взять тоналку светлого цвета. Вообще, по идее, белая пудра. И красные губы вот сюда, да? Да. И еще и брови подчеркнуть. Да. Вообще, башкирки сами, они постоянно в поле были, они были темненькие. Вот если посмотреть фотографии, то там такие темные лица, такие загорелые, да. А люди, которые богаты, они хотели показать, что они не работают, и в поле вообще никак не выходят. Это традиция европейская сюда тоже проникла. И здесь продавали пудру, очень много пудрениц находят тоже в купе с украшениями. И пудра была, ну не знаю, там муку могли использовать бедные люди. Потом, что еще? Мел. А бедные, наверное, обязательно использовали, чтобы дотянуть богатый уровень, а потом сами все бедные. Нет, вряд ли, да. И интересно, например, вот мы посмотрим хронику 30-х годов, гаскаровские там девчонки танцуют, и они там, допустим, такой момент, как они сдают нагрудники, украшения, специально постановочные кадры делают для того, чтобы в районе потом показать, чтобы сдавать нагрудник. Там они ее успокаивают, там так прям. И прямо если посмотреть, они так ярко накрашены. У них прям реально, скорее всего, было, не знаю, прям пудра. Да. Я выходила, может, прослушала. Там написано 1 метр, да, длина хвоста или что-то? Это 1 метр характерно для длины хвоста центрально здесь район. Ну вот просто на фотографии смотришь, там длина разная, да? То есть чем длиннее, тем лучше, так что они до земли или для подола должны быть? Нет. Это моды разных районов. Например, я видел, вот, например, сейчас покажу кашму, скорее всего, Чилинский комплекс. И длина хвоста там совсем не метр. Сейчас скажу, может, вообще это реконструкция. Я почему-то на Гульгине видел этот костюм. Возможно, реконструкция. Да. Но, вот как бы все равно минимум это должен до копчика доходить, да? То есть минимум. Ниже попу должен, наверное, закрыть, мне кажется. Ну вот да, как бы именно. Весь позвоночник. Да. А есть вот за уральских кашмол, они вот до середины вот голени.
пласты. Что еще? Какие Но это вопросы? же какой-то, именно считать, что с точки зрения энергетический поток тоже идет якобы через вены. Не знаю, не могу сказать. Это, скорее всего, хвост. Как хвост у птицы. Ну и позвоночник закрывал. Закрывала косу, да. Потому что волосы нельзя было показывать фара. А по хвосту основание внизу там есть какие-то особые, то есть вот что там внизу должны быть монетки или Не внизу всегда. висит, да, не всегда. Могли сделать подвеску из бисера, бахрому, обычную из тканевую, металлизированную бахрому использовали монеты на бисере подвески. Могли слупы повесить внизу. А еще вот хотела спросить по поводу затылка, тоже читала, что там как именно должен быть защитный какой-то берег, якобы треугольник находиться, что ли, именно вот под... Большая крупная Да, бряха какая-то. какая-то Но именно я на читала, что затылке. якобы треугольная форма была какая-то защитная. Ну, вообще, какие-то крупные бляхи использовались. Я потому что встречал на кошмау в театральном тоже крупная бляха, еще несколько кошмау бляхи. Но опять же, не все могли себе позволить. Это же дорогое украшение само по себе. Могли использовать ромбические подвески, могли просто слупы повесить. То есть не обязательно, это не было как за правило. Если кто-то мог позволить, туда оставили. Если нет, то нет. Ну, просто у кого что есть, грубо говоря, то и нашивали. Да? Конечно, конечно. Каких-то правил именно с точки зрения орнамента, там круглый, треугольный, квадратный, такого нету, да? Вот опять же, с точки зрения менталитета тех людей, которые жили, скорее всего, узоры наши имели смысл очень глубокий. А украшение это уже получается само было как оберег. Ну, например, суп это все-таки как похоже на изображение у майки. С тремя монетами, как лапка утиная, то есть усиная, или как называется, лебяжья лапка. Есть какой-то смысл, сколько рядов монет вокруг вот этой, получается, дырочки, да? 3 ряда, как я понял, бисера, и в основном 3 ряда монет. Часто Но так, да? прям такого канона тоже нет. Но вот мы придерживаемся таких правил. 3 ряда бисера, 3 ряда монет. В основном. А вот насчет брошки, вот тут на макушке, на старинных фотографиях очень много, вот практически у всех брошка и с висюльками Вот как такими. футимы было, да? То есть Там Да, даже да. не брошка с висюльками, а там даже просто могли Монета. цепи нашить. Что? Для красоты цепи, А. элементы от украшений. Нет, а вот там даже фотографии есть такой кошмар, здесь На такая лоб или крупная. сбоку имеешь в виду? Нет, вот от монет, получается, уходит, вот да, вот на этом спереди, там такая крупная брошка прям с этим сердоликом. Кстати, этот Монет. кошмар – это ученический район, скорее всего, потому что этот кошмар идет в комплексе с нагрудником Ява. Это время лежит. Видите, да, треугольники изображены горы. Горы, древо жизни. И черный основа. Да, черный – это плодородие у нас. Так, что еще интересно? Ну-ка, сейчас по кошмару пробежимся. Вот интересно, например, да, здесь тоже хвост. Да. Это элемент, вот это вот, видите, да, он вшибной. То есть он не снизу начинается, не здесь, а он выше задран. Это как раз таки переходная форма кроя, скорее всего, вот этот хвост, почему так наверху нашили, это еще старая традиция, когда хвосты начинались отсюда. То есть Здесь это монет нету, да, наверху получается? Они Были, осыпались были. там. сняли, потому что многие украшения почему сохранились, потому что с них срезали монеты. Монеты отдали, а тряпки с бисерами остались. То есть вот это вот интересный крой в том плане, что он имеет традиции старого кроя и сочетание с новым кроем. Возможно, вообще этот хвост снят со старого кошмара. И вот это вот, видите, ромбики. Вот такие ромбики характерны для Оренбургских областей. Это, вот именно у них на кошмар, по фотографии я смотрел. А? Что символизирует? Это символ, вот это символ квадрата, это земля, а это движение по земле. Степь, движение, кочевая жизнь. Типа как И плюс еще это берег женщины, ну, как бы женское начало, в таком духе тоже, скорее всего, у него такое значение. А вот здесь вот я вот смотрела в музее, интересно, вот этот круглый элемент, он на кнопку похож, как будто на что-то еще И прицепляться. так как, вот посмотрите, Оренбург находился все-таки недалеко от, ну, то есть это же наверху горы, если посмотреть так, вот здесь, скорее всего, они изобразили горы. То есть вот они, получается, где живут, и вот здесь вот у нас горы уже пошли. То есть с глубоким смыслом. На некоторых кошмарах тоже интересно, сейчас покажу. То есть ромбик это движение по степи, а треугольник горы, да? Волна Скорее всего. Опять же, смотря какой треугольник как нарисован. Если, например, треугольник это обозначение, скорее всего, горы, а если треугольник повернут так, то это изображение ума. Так, сейчас еще раз немножко покажу вам. Вот.
комплексе. Вот это тоже, скорее всего, комплекс. Мы видим вот этот кошмар, это как раз таки Пчелинский район. Вот этот кошмар. Видите треугольничек?